Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Сегодня Церковь Христова прославляет событие, которое произошло 40-й день после воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это событие Вознесения Господне. Господь вознесся на горе Елеонской перед своими учениками. Но перед тем, как вознестись, Он дал им учение, и они следовали этому учению как благословению Его с неба. То есть Он дал им благословение, чтобы они шли с проповедью во все страны, во все народы земли. И также поведал им о том, что та вера, которая будет распространена по всей земле, и те люди, которые уверуют, они будут совершать много чудес. То есть Он сказал, что если верующий в Меня, даже что и смертный испьет, ему это не вредит, на недужные руки возложит, и здравы будут. То есть Господь говорил о том, что после апостолов будет еще много праведных людей, святых людей, которые будут совершать знамения, чудеса силою веры, силу своей молитвы, которую будут они возносить ко Господу. И также после этого Господь сказал, что «Я возношусь к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». И Господь пошлет вам утешителя, Духа истины, который будет говорить в вас. Также Он повелел им, чтобы они не расходились из Иерусалима, а пребывали до того момента, когда на них сойдет Святой Дух и освятит их благодатью. Он сказал, что как предтеча Господень Иоанн крестил и просвещал людей через водное крещение, так вы будете просвещены Духом Святым свыше. И тогда апостолы у Него спросили: «Господи, не в это ли Ты время устраиваешь царство Израилю?» То есть этот вопрос звучал со стороны именно их еще человеческих надежд на то, что Господь не будет не просто Мессией, а царем, который установит царство Израилю. То есть они еще мыслили мирскими понятиями, и Господь, конечно, после слов этих Он опечалился. И тогда Он сказал, что вы поймете, на вас созойдет Дух Святой, вы просветитесь и будете идти и проповедовать Слово, творить чудеса с помощью этой благодатной силы. То есть Господь действительно так и сбылось, что когда Господь вознесся на небо, пришел день Пятидесятницы, на них сошел Дух Святой, и тогда они полностью поняли весь смысл пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. А вот именно этот вопрос о Царстве Израильском, то есть он давал понять, что они еще мыслили мирским, хотя они видели, что Господь творил чудеса, чтобы Господь пришел сюда, на эту землю, не как царь-завоеватель, чтобы покорить все народы, народу израильскому, а именно пришел как Бог, чтобы спасти человеческую душу, чтобы дать людям закон любви, по которому должен жить человек и через который должен спасаться. И вот когда Он все это им сказал, дал им благословение, наставил их на том, чтобы они пребывали единодушно в молитве, не расходились и ожидали того сошествия Святого Духа на них, Он начал возноситься от них на небо. И они еще долго провожали Его взглядом, очень долго смотрели в небо, и после этого сошли два ангела, которые возвестили им о том, что стоите и смотрите. Господь вознесся на небо с плотью, и таким же образом Он придет на эту землю, судите всех живых и мертвых. То есть ангелы возвестили о том, что будет пришествие Господне, что Господь с плотью вознесся на небо, и с плотью сойдет с неба в свое время, и будет второе пришествие Господне. То есть это событие установлено Церковью и празднуется в 40-й день после Пасхи. Это есть 12-й праздник,
великий праздник, потому что прообраз этого события – это прообраз нашей временной окончания нашей земной жизни. То есть душа также вознесется на небо, и если человек веровал в Бога, если он исполнял Его заповеди, то он будет пребывать с Богом на небе. То есть это как прообраз вознесения нашей души после смерти, здесь именно земной этой смерти. Поэтому в этот день, прославляя вознесшегося Господа, мы возносим молитву к Господу, чтобы Господь посылал нам свою благодать, чтобы Господь укреплял, и чтобы действительно мы через свою веру молились Ему, и через эту молитву мы исцелялись, как Господь сказал, что яще, что смертно испьют, не вредит им. То есть, чтобы мы веровали в том, что Господь нам поможет, и Господь по своей милости, своей благодатью осветит наши души и телеса, дарует нам здравие душевно-телесное. Аминь.